Так, появился. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Так, извиняюсь, я тут запутался. В Ютубе появилась. Нет, связь отличная, все хорошо. Появился ли я? Так, сейчас посмотрим. Так, появился. Ва алейкум салам. Так, сейчас я уберу отсюда звук. Все отлично. Так. В Ютубе появилась новая функция и демонстрация экрана. Есть такая функция. Я пока с ней не разобрался, но я случайно включил ее и чуть вам было не демонстрировал экран. Так что все я изменил, все отлично. Да, на 3 минуты опоздал, извиняюсь. Вот запутался. Все, я теперь на связи. Так, появился, появился, Мичао, Узао. Что-то не появляется. Хорошо, что вы вот переживаете. Видите, нет у меня 3 минуты, а вы переживаете. Это о многом говорит. Я не зря, значит, формирую наше гражданское общество. Хаджан Насреддин, ассаламу алейкум, Асан. Как ты думаешь, чем связано то, что геноцид чеченского народа в 21 веке на виду у всего цивилизованного мира изуверски убивали людей, и этот цивилизованный мир, равнодушно наблюдая за этим, считал, что это внутреннее дело Российской Федерации? Ну, об этом много раз я говорил, многие другие люди говорили. Это говорит о непринципиальности, не следованию своим же декларациям о правах человека. Ну и, как говорится, деньги, бабосы решают все. Как говорится, когда есть деньги, ну, находятся другие причины, что вот это ядерная держава Россия, что если мы сейчас там ее не сохраним, то будет бардак, отделится Чечня там, ну и так далее. Ну, вот такого вот плана вещи, и оправдание находится всегда, и вот большая, богатая Россия, сильная Россия, как мы видим, которую побаиваются во всем мире. Ну, не потому, что там они трусы, а потому, что просто не хочется связываться. А у нас не было другого выбора. У нас не было, у грузин не было, у украинцев не было, у сирийцев сейчас не было другого выбора. Вот, да, вот так случилось. А то, что сильные мира сего ведут себя не очень принципиально, то, да, это печально. Но из-за того, что люди не принципиальны и мир лицемерен и жесток, это не значит, что мы должны опустить руки и забыть все, что было, и жить дальше, да, в составе страны мучительницы, которая нас мучает, да. Поэтому мы будем продолжать. Все у нас отлично, пока мы в душе, вот здесь, в сердце, не признаем юрисдикцию оккупационной России, фашистской России над собой, мы абсолютно свободны. И в юридическом смысле мы абсолютно правы. Поэтому нам ничего не страшно. Так, Хаджан Насреддин. Дедусик брал интервью у Чеберлоевска, а вел себя так, как будто он делает одолжение муслиму. Это великодушно разрешает ему. Ну, я так не видел, я не знаю. Мне так не показалось. Дедусик очень адекватный наш человек. Ну, может, как-то себя... Может, тебе показалось, да, твое мнение. Я думаю, они с муслимом знакомы. Дедусик воевавший, муслим воюющий. И я думаю, это два побратима, и они могут себе вольготно разговаривать, да.
Шейх Усман Аль-Хамис, на каком основании ты назвал Тумсо ваххабенком? Ты же знаешь прекрасно, кто использует это прозвище. И кем теперь тебя после этого считать? Чем ты отличаешься от Корея? Шейх Усман Аль-Хамис, дорогой мой, я отличаюсь тем от Корея, да, как ты их назвал, да, я их называю клопообразными. В отличие от тебя, я так по имени, отчеству, там, инициалы все не пишу. Я отличаюсь тем, что я никого не предал и никого не убил в своей жизни вообще. Я не то, что доверенное, да, мне что-то не предал. Я не предал такое большое, да, не то, что такое большое, да, как государство, народ, нация, перейти на сторону врага. Я вот этим и отличаюсь, что я не предатель. Этим я отличаюсь. На каком основании я назвал Тумсо? Ты задал вопрос ему, на каком основании он меня назвал и всех, кто согласен с моей позицией, лицемерами и начал разделять. Ты задал ему этот вопрос? Имеет ли он право по исламу называть человека лицемером? Он знает, что у меня в сердце. Хотя я думаю, он прекрасно знает, что у меня в сердце. И поэтому, именно поэтому он, как обычно соврать, это сказал. Я больше не буду о нем говорить, но по поводу вот этого ваххабенка я скажу. Никогда не слышал, чтобы оккупанты и коллаборанты кого-то называли ваххабенками. Они называли ваххабистами, ваххабитами и так, и разные у них там были клички и названия. Я же не назвал всех людей, кто исповедует ислам, или там, кто исповедует там такого-то направления ислам, или там всех, или часть мусульман. Нет. Я назвал одного единственного человека так, как я назвал. И поэтому никакого отношения к мусульманам, то, что я сказал, это не имеет. К термину это я обозначаю таких людей, именно тех, кто вокруг мусульман ходит, прикидывается. Я не считаю этого человека искренним. Я об этом говорил. Да? Позиция такая хавариджистская, да, такая радикальная. Но при этом этот человек сам в это не верит. Я в этом убежден. Но это мое мнение. Поэтому ко всем мусульманам это не имеет отношения. Я всегда призываю быть солидарными друг с другом, объединяться к барту, к маршу. И ни в коем случае я не имел в виду всех мусульман. Поэтому вот ответ мой по этому поводу. А вот тот, кто прикидывается, тот ваххабенок. По поводу, я еще хотел бы сказать, раз затронули эту тему, Барт Машу, Джамбулат Сулейманов и Муса Ламаев сделали обращение по поводу для примирения меня с ними. Они это говорили на чеченском языке, поэтому я тоже не чеченцев, не говорящих на чеченском, прошу прощения, я пару минут должен ответить на своем языке. Шун аш боштол амилан, шун дейрейс хуйл алласун, хазгилка, өз панел дереш динег, дейрейс хуйл, цутя, шун баркал албиqi хумдатса, أما ويا تعبرت بيشكل جات عن هما أنت توديز ويديزي تا عن هما أنت تو شوي خيل شا سنت عبرت خلبيس سنت عدل ستشرت دو يتشنس دو س ثاني تقي قيسم بات ثاني تسو هما قيس ولا وات ويت غاسقشن وين تيجي أنو المستقشن ويجر موح حباقنشن ويقباي إزر شباي أخباي إزر أدم دين وال مستوى شن ستحنا سكت سامدات المستوى تحت بولش نعتي تأخ أسبوعه ماشو يزبوعه أسبوعه غاسق أربولر دو цудуется условия содержания заключенного таерду. Так, сюда цедох сун цеези условия содержания дикхельчем дикдуи халбах бол сом хузаашу халбах бол вайцабол найганам
أتشخلش ديكدو تسونديل عشا وسو خوزا شو دو تسومن بال حيوكش تاتسقا حيوكش داخش اتسونا قوش دو قيوغا والش اتستيح تاقا حيوكش شي تعبول كان اتش دا تنتي بويش بولناخ بويتشر ستس بيت أما إساقا تشعوالش والله وحكر عالشويو ويما سيرا سقيتنا شويو يسوخا وقيسنا وشيو سقي عالشويو أتش داقي يو هر دوسر دولدو قميلا سونا استديز سون ديلا سبيرتوا هما دا سوت سوسكس إيغان وات تسو شاش يقر دقومش دو تسو شيغر دو чумс ду мостри дуй неприязнь и у нас вражда бош сацун вражда хил ца возможность ца сaqi qi ويلنا شيو سقي بال بو سقي ومدو تنديلا ستو سكت دي تسوما دات شاش تاجم تنس وقت دل شقيتا كدوشو تسو هدويتا اما س تنس يا بارت ايغا تاهما دات اشتي غير تفسو شوشين ديريس كوي موسى ألدول ستريلش تان اغو داديرز دي بوغ تان اغو داديرزين سو اشو تو بيرزين بو ستريلاس حسين ساجمال اشتديش ديكري درقل هم ايلرتونج تو حسين دينسي سدينسي غوش دوت اخ تا موتسو سغو موتسو شو سغا تابهاندو يا اساق موت جموش عامين وات نوخش غلق موت يا целенаправленность хуманти вокшует сюик хайца хуманти вокшует сундела قي ويتر واتس دالمولا ويت ماربات يومش ديتا قيسة ماربل شما دات اشما الله كيزكو ما دوي اما سي حوسر خوش سي ناقوشك مسانا توليت ميرش اش بيق خوش ادم ديق يقولش اخ الدوس اشت اسالك تول حلقتات تو اشبوت تنا العطا شورسه Ну, кейтергл вир вахтқаси дал мула. Шуна дейре исхоль. Так, переходим к нашим вопросам. Переходим к вашим вопросам. Нохчи чечен мюзик. Аллах дайлар уэлха. Дейре исхоль. Масу уэлуэ. Ассаламу алейкум, брат Аслан. Халид говорит. Ва алейкум салам, Халид. Так, Deutsch. Как найти? Я не хочу быть пушечным мясом для поднятия самомнения русского шовиниста. У тебя законное право. Deutschland Live. Аслан, ты видел, ЧГТРК в канале показывали, Австрии отобрали детей и говорят, где ичкерийцы Бош. Нет, я не видел. Я не видел, ну, то, что они там могут, это да, это не могут. Джон Маккейн. Аслан, расскажи, что за санкции? Да вот, самое сейчас интересное. Введен новый пакет санкций. Первый пакет санкций был введен вот на покушение на убийство особо опасным способом, да, с применением оружия массового уничтожения под названием «Новичок», семью отца и дочь Скрипалей, да. Так как это не удалось, к большому счастью, да, выжили и отец, и мать, и отец, и дочка Юля, по-моему, Скрипаль, были введены жесткие санкции. 60 дипломатов со всего мира, да, с европейских стран, с Америки были высланы, были введены очень жесткие санкции. И в течение 6 месяцев должны были принять новый пакет санкций. Но так как Дональд Трамп по какой-то причине не принимал эти санкции, по какой-то причине затягивал, хотя санкции были готовы, министерство соответствующие все подготовили, было готово, но не принимались. На днях сенаторы обратились к президенту Трампу и потребовали все-таки принять этот пакет санкций, так как обычно, когда, чтобы, да, все понимают, и так, но я проговорю, когда принимаются санкции, они накладываются на определенные действия и ждут определенных уступок со стороны той страны, на которую наложены эти санкции. Так вот, от России требовалось впустить наблюдателей, впустить экспертов, которые проверили бы,
хранение вот разного биологического, бактериологического, там, химического оружия, которое есть у России в огромном количестве. И нужно было все это проверить и выявить. Ну, Россия, так как она это сделала, она, имеется в виду покушение на Скрипалей, она, конечно же, отказалась пустить. Соответственно, если не выполнены условия, по которым вводятся санкции, вводится новый пакет санкций. И благодаря тому, что Дональд Трамп по каким-то причинам затягивал это все, будем только гадать, почему Дональд Трамп сразу не принял эти санкции, потребовался год. Но, как говорится, год прошел, санкции приняты. Эти санкции очень серьезные. Эти санкции говорят в первую очередь о том, что запрет банковской, вообще любой деятельности США, предоставлять какому-либо российскому банку займы, кредиты, также российскому правительству, а также блокировка финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов. Медленно, но верно, все международные банковские институты начнут обрезать все контакты с Россией. Это неизбежно. Эти санкции, они уже как закон. Это все прекрасно понимают. Никуда от этого не деться. Это говорит лишь о том, что ситуация в России будет усугубляться, ухудшаться. Это в первую очередь рост доллара, евро, это удорожание продуктов питания, одежды, техники и так далее. Ну, медленно, но верно, конечно же, по причине того, что это надо было вести сразу же, да, или через 3 месяца, или через 6 месяцев после принятия первых санкций. Ну, вот так получилось, что через год. Ну, ничего страшного. Сейчас ожидается рассмотрение закона, обсуждение по признанию России как страны-спонсора терроризма. Это тоже очень хороший подарок для всего человечества, для всего мира, что вот Россия, бандитская, фашистская Россия, управляемая КГБ и Путиным, будет потихоньку признаваться бандитской, спонсором терроризма. Я, конечно, за то, чтобы ее признать саму как террорист. И после этого ее должны попросить из Совбеза безопасности ООН, Совета безопасности ООН. Будем на это рассчитывать, будем на это надеяться, будем прилагать все усилия, будем обращать внимание наших американских друзей на моменты, которые мы видим, которые они не видят. Да? Они-то из-за океана, так у них все поверхностно. Поэтому будем обращать внимание, будем всячески работать и будем помогать России стать нормальной, цивилизованной, небольшой страной. Поможем, чем сможем, как говорится. Так, поехали дальше. Тише воды, ниже травы. Аслан, ты в курсе, что в последние дни КРА усиленно на руководящие посты оставляет своих особенно глав городов, районов и начальников полиции и полков МВД? Твое мнение, Асан? Я не знаю, с чем это связано. Если это так, я просто не знаю всех деталей. Если это так, я видел, по-моему, одного или там назначили на какую-то должность. Если это так, то человек просто хочет быть уверенным, значит, не до конца уверен в тех, кто сейчас находится у поста. И я скажу правильно, потому что ситуация будет только ухудшаться, и ему нужны надежные люди. А еще я бы ему посоветовал, я ему говорил ранее, посоветовал бы обратиться в Госдепартамент США и попросить себе защиту по программе защиты свидетелей. Я думаю, это единственный способ, если он все честно расскажет, заключить сделку, ему сделать другие документы и спрячут его где-нибудь. Может быть, даже со своими миллиардами. Так, лунный свет. Давайте искать точки объединения, а не разъединения, чтобы не давать повод россиянам злорадствовать. Конечно, я этим только и занимаюсь, если честно. Милана Джефферсон.
Если ты живешь в совке, то нет, тебе скрепы помогут. Так. Мага Ахмедов. Аслан, Аллаху атту бокал бха. Валлахи, искренне уважаю тебя как достойного брата война. Так, этого оставим. Дел рейс хуй саваш. Дел рейс хуй масера бокал вай. Дел атту. Так, кого-то Ичкерия Лайф отправил в бан. Ичкерия Лайф, как тебе? Футболка? Как вам моя футболочка? Это подарок на день рождения от моего друга. Поехали дальше. Так, король Пластилин. Аслан, я только зашел к тебе, может что-то пропустил. Ну прокомментируй, пожалуйста, свежее вырезанное видео, где Тумсо говорит, что Навальный это единственный человек, который что-то делает, он хороший. Да, давайте про Навального поговорим. Да, давайте поговорим про Навального. Навальный это проект Кремля или там одной из башен Кремля, но факт то, что администрация президента России его терпит, его курирует, его координирует, в этом нет ни малейших сомнений, ни малейшего сомнения. Навальный в 2011-2012 годах, я тогда тоже принимал, я говорил об этом, принимал участие в митингах, был наблюдателем на президентских и думских выборах в Москве и всячески тоже пытался добиться правды, уже находясь там. И вот Навальный, Яшин, Гудковый, старший, младший, Собчак, ну вот эти другие имитаторы оппозиции, имитаторы, симулякры, да, имитирующие деятельность борьбы с режимом, эти люди на самом деле играют на руку этому режиму. Навальный был одним из тех, кто слил тогда этот митинг, 120-тысячный. Тогда уже были слухи, что вся вот эта путинская банда, окружение его, уже были готовы признать поражение, и стоял вопрос, кто войдет в кабинет Путина и скажет ему, что все, мы проиграли. Но вот Навальный спас эту ситуацию, вырулил эту ситуацию, и первая задача была Навального, чтобы люди не остались на площади. Самая большая ошибка российских, русских или российских демонстрантов, революционеров, да, это то, что они ведутся вот на таких лидеров, которые у них есть. Лидеры должны родиться стихийно, возникнуть из общества, должны выдвинуться, появиться. И эти люди, они есть в русском обществе, в российском обществе, я в это верю, я знаю, что они есть. Другой момент, что российское общество атомизировано, разъединено, и на это прикладывались большие усилия, чтобы разъединить и русское общество, не только чеченское, да, и русское тоже. И это очень хорошо удалось, между прочим, особенно с русским народом. Так вот, Навальный тогда слил эти митинги, и, о чудо, через буквально месяц генерал Лебедев, по-моему, да, совладелец вместе с Горбачевым «Новой газеты», олигарх, генерал ФСБ Лебедев, ввел Навального я вот не помню, совет директоров, по-моему, Аэрофлота. Ему были подарены, скажем так, ну или оплачены за его работу акциями Аэрофлота. Аэрофлот это Акулов, зять Ельцина. И Навальный это полностью подконтрольный человек, он получил, это все в открытом источнике, это открытая информация, это, об этом писали газеты, это можно сейчас найти. И Навальный, все остальные являются имитаторами. И об этом знают практически все. Тот, кто говорит из уважаемых или из публичных людей в России, да, каких-нибудь там политологов, там, экспертов, говорит, что Навальный независимое лицо, да, например, тот же Ходорковский его похваливает там, и так далее.
Это говорит о том, что это люди умышленно вводят людей в заблуждение. Навальный стопроцентно не независимый политик, не независимый оппозиционер. Это проект КГБ, и если бы нужно было бы, замочили бы вот в 2 счета. Литвиненко в Лондоне смогли достать, а вот Навального, которого там на 30 суток сажают, на 15 суток, этого человека не могут никак заткнуть. Это неправда. Я со всей ответственностью заявляю, что Навальный является продуктом КГБ, ФСБ. И он действует только лишь в согласии с разрешением администрации президента, царька России. И в тюрьме убить это 5-минутное дело. Убивается огромное количество людей, умерщвляется разными способами. И Навального даже его убивать не надо. Если эти 15 суток он проведет так, как проводят там чеченские или кавказские партизаны в плену, или подозреваемые, да, в сотрудничестве с партизанами, ребята, я уверяю вас, Навальный вышел бы другим человеком. Он вышел бы, стал бы на колени и просил бы прощения у Путина. Это делается очень, они это умеют очень легко и просто делать. И поэтому все вот это, то, что Навальный там свободный, независимый. Также я хотел бы сказать по поводу фашиста, мега-вора, признанного судом, Ходорковского. Борис Ходорковский является фашистом, и нет сомнений, что также является КГБшником, потому что этот пионер, этот комсомольский вожак до развала Советского Союза возглавлял комсомольскую организацию, и вожаками в комсомоле не становились те, кто не постукивает или не является кадровым офицером КГБ. И миллиардерами тоже просто так в России не становятся. Это очевидно для любого человека. Да? Ну, если не считать каких-нибудь талантливых людей, которые там как-то смогли чего-то добиться. И то я уверен, что сотрудничество и отстегивание, как говорится, да, там, все это всегда присутствует при любом бизнесе, мало-мальское, если дорастает до уровня ФСБ. Ну, там, до этого этим занимается МВД. Вот Ходорковский это такой же фашист, который призывал Первую войну, не гнушался и никогда не было слышно ни его правозащитной организации, которых он наплодил и накормил огромное количество. Да, это такая прослойка в КГБ, которая играет роль либералов, демократов, западных людей. Да? Это очень удобно. И когда пришли питерские, да, они потеснили Ходорковского. И Ходорковский не был уничтожен только лишь потому, что он являлся из одной конторы, да, и отсидел 10 лет. 10 лет отсидел, наказали, все отобрали. И когда он вышел, его спросили, вы бы пошли бы там воевать за Кавказ, там Чечню, отпустили бы Чечню. Он сказал, нет, это Кавказ, это наша земля. И вот его, вот этого комсомольского вожака, мерзавца, лжеца, коррупционера, вора, мега-вора и подозреваемого в убийстве, да, знаем его начальник охраны, сидит пожизненно за убийство. Начальник охраны не совершил бы убийство. Для ЮКОС, для Ходорковского, не будь Ходорковский в курсе всего этого. Но тоже, кстати говоря, из КГБшников, его вот этот Пичугин, по-моему, его фамилия, из силовиков его этот, который сейчас сидит. Так что ни Ходорковский, ни Навальный не являются нашими друзьями и союзниками. Ни украинцев, ни грузин, ни чеченцев. Это имперцы. И когда Ходорковский вышел, ему задали вопрос про Кавказ, он сказал, что он с оружием в руках пойдет защищать Россию, ну, убивать, короче говоря, опять нас убивать. И это говорит о том, что эта линия, эта идея имперства, фашизация вот этой КГБшной террористической организации, это единственная их идеология. И Ходорковский остался ей верен. Ходорковский такой же враг всех свободных людей,
в том числе и русских, как и Путин. Просто этот 10 лет убивал, а этот 10 лет отсидел. И вместо того, чтобы пойти забирать свой ЮКОС, который он уворовал у россиян, он предпочел бы с оружием в руках идти убивать кавказцев. Да? Ну что скажешь, есть, он говорит, это наша земля, мы ее завоевали. У него есть это интервью, вы, наверное, все его видели. Это наша земля, мы ее завоевали. Так вот, у него по праву силы он считает, что это наша земля, моя земля, ваша земля, считает это вот какого-то комсомольского вожака. Так вот, когда у него отобрали ЮКОС по праву сильного, у него не хватило духа, да, душка не хватило, вякнуть даже против этого. Но у него сейчас хватает душка убирать опоры Путина, не трогая самого Путина. Например, охота на Кадырова. Ходорковский все свои вот эти ресурсы, в том числе «Новая газета», это все связанные такие либералы, хотя они никакие не либералы, они никаких демократических, общечеловеческих, гуманных ценностей эти люди не придерживаются. Это такие же КГБшники, как и Путин. Так вот, когда он хочет замочить сейчас все его вот эти «Новая газета», его разные там правозащитники, начинают атаковать Кадырова, Чечню, Кадырова. Ну, ничего плохого в этом нет, да, если есть правда, факты, давайте рассказывайте. Пытаются придумывать некоторые факты, это тоже имеет место быть. Но также, кроме вот одного столпа Кадырова, у Путина есть еще другой столб. Это ЧВК «Вагнер». Вот Ходорковский точно так же пытается вот силовую составляющую путинской вот этой вертикали, ее выбить из-под ног, так как остальные являются как бы входящие в систему. А вот ЧВК «Вагнер», Кадыров, это люди, которые, это группы, банды, которые выходят за рамки государственного устройства. И они как бы являются вне закона. И эти люди повязаны с ним очень сильно, с Путиным. Им без Путина им не существовать. Они по факту банды. ЧВК «Вагнер» это наемничество, да, которое запрещено Уголовным кодексом Российской Федерации. Кадыров, это банда Кадырова, это коллаборанты, преступники, на которых клейма стоять негде. И поэтому эти люди будут они как бы мотивированы быть верны Путину. И вот Ходорковский пытается всячески ослабить вот эту его силу, потом, чтобы можно было вот либеральные, якобы либеральные вот эти КГБшники, которые владеют этой Россией, могли как-то поторговаться, скажем так, с Путиным. И все, кто помогает им в этом, являются такими же нашими противниками, как все остальные. Умышленно они это делают или неумышленно, не имеет значения. Поэтому вот я развернуто постарался ответить на вопрос. Это мое видение, мои взгляды. Если с чем не согласны, можем обсуждать. Так, перейдем к вашим вопросам. Так, Ичкерия Лев сообщает, начало марша и митинга 6 августа 2019 года. Митинг состоится с 11 до 12 часов у здания Совета Европы и Европейского парламента. Адрес указан, да? Это Страсбург и вот авеню де Европа, Ф67075, Страсбург, Франция. Вот предлагаю всем вот быть на этом марше. Обязательно всем надо присутствовать хотя бы вот на этом митинге, чтобы собраться. Ох, мило, мне Нестер задание за те, да я прорекламировал реалити. Так, поехали дальше. Ичкерия Лайв, делитесь видео, ставьте лайки.
Клац, Дакуня. Навальный это Кадыров в галстуке. Ну, сравнивать, наверное, да, можно то, что агентура, да, ну, галстук тоже, тот тоже носит. На самом деле Навальный такой же быдло, никакого интеллигента, никакого такого цивилизованного, хотя он из себя строит какого-то цивилизованного человека, он вопрошает, как так, там в Чечне происходят такие нарушения прав человека. Этот человек вчера призывал убивать грузин, обзывая грызунами. Этот человек согласился с аннексией Крыма, да, сейчас чуть-чуть он переигрывает этот момент, потому что они сейчас поняли, что Запад категорически, принципиально занял позицию по непризнанию Крыма. И для этих западников, да, в кавычках, этих ГБшных, им нужно как-то внедриться в это. Наша задача раскрывать их, раскрывать глаза Запада, раскрывать глаза американцев, чтобы знали, кто из них кто. Потому что мы давно за ними следим. Да, как Пол Гоббл сказал, что в советское время чуть ли не один всего лишь человек занимался Советским Союзом. Да, если так в общем по часам взять, кто-то там по чуть-чуть занимался. Так вот, нас здесь огромное количество, и мы кровно заинтересованы, чтобы была достоверная информация. Мы должны доносить достоверную информацию, и чтобы не получилось, как при развале Советского Союза вышел ГБшный Ельцин, который прокричал там: все, я демократ, Боже, храни Америку, да, в Сенате он пропел. И после этого его все признали, похлопали, подумали, ну вот русские освободились от этого коммунистического гнета, и теперь они хотят свободы и так далее. Нет, русские хотят свободы, но не все, далеко не все, потому что миллионная армия стукачей и ГБшников, они хотят контролировать этот русский народ. И я думаю, что мы должны всячески помогать. Ну, по крайней мере, я буду этим заниматься, пока у меня хватает сил. Deutschland Live. Аслан, если Навальный не человек Кремля, его убили бы как Немцова. Deutschland Live. Совершенно верно, но, есть одно но, Немцов тоже был человеком Кремля. Но Кремля не в смысле вот Путина и его банды. Там много разных банд, да. Немного, ну есть банды, да, несколько банд, несколько группировок, несколько политических взглядов, да, например, тот же террорист Гиркин по кличке Стрелков. Ну вот такие люди есть, которые еще сильнее настроены на величие России, да, из чего они это величие будут делать, непонятно. Но вот Немцов принадлежал к людям, которые более были гуманные, демократические, ну, по крайней мере, он так это декларировал, да, но это был человек из тех же недр, как и остальные, но он был самый адекватный, с кем можно было говорить. Но сейчас ситуация другая, сейчас уже не будет такого, что вот из худшего мы выберем лучшего, и вот он нам пойдет. Теперь мы можем требовать и доносить, открывать людям глаза, что они все худшие, и даже лучший из этих худших, он такой же, из этой когорты. Нам нужны для России, да, и России в первую очередь, чтобы мы могли освободиться, чтобы мы могли переподписать, пролонгировать договор о мире, подписанный Ельциным и Масхадовым между нашими двумя странами. Нам нужен свободный, честный, совестливые, порядочные, идейные русские. Вот с таким русским мы сможем жить. Но для этого этот идейный русский должен будет дать свободу всем народам, которые находятся на территории России. Всем. И якутам, и тем же русским, которые живут на Дальнем Востоке. И это государственное образование, это фашистская империя, она должна перестать существовать. Только так мы получим свою свободу. В этом я убежден. Даже если они очень сильно ослабнут и дадут нам выйти и устроим, ну, будем жить в нормальном государстве, пройдет 5 лет, 10 лет, 20 лет, и эти имперцы, появится какой-нибудь ГБшник новый, потому что не будет люстрации, и они опять наберут сил, и снова они на нас нападут.
как они напали через 25 или через сколько, 24 года на Украину. Это государство, это их братский народ, это христиане, они говорят там, и все равно это им не помешало, называя братьями, наносить удар в спину. Тем более, мы меньше, и мы отличаемся чуть больше от них, чем украинцы. Хотя я лично вижу между нами и украинцами намного больше понимания и схожести, чем у украинцев и русских. Намного. Ну, если только там не считать религию, и то у них КГБшная религия, да, РПЦ. У украинцев сейчас они выбрали свою религию, у них есть и православие, и католицизм, и так далее. Поэтому я думаю, что Россия должна развалиться, и должны прийти люди, которые будут не из когорты вот этих симулякров, имитаторов. Так, я перемотаю, друзья, если что, не обессудьте. Так, русский США торт, а Российская Федерация что-то плохое. Русские тяжело и неизлечимо больны имперским шовинизмом. Даже последний алкаш и бомж на России такой. Да? Беххан Яголбаев. А есть ли какая-либо партия, именно имею в виду классическом восприятии термина, в ичкерийском движении? Ну, у нас есть, конечно, партий как таковых нет, да, есть люди, которые придерживаются разных взглядов, разных понятий, но и партии, да, должны всегда придерживаться вот именно вот этой правовой культуры, которой нам иногда не хватает. Например, если мы имеем с тобой, например, или с кем-либо еще, имеем разные политические взгляды, при этом мы должны оставаться в рамках нашей Конституции. Мы не можем с тобой только лишь у тебя такие взгляды, у меня другие. Я не могу сказать, что вот я не признаю наш основной закон, что я вот выхожу из этого, я сейчас буду строить там что-нибудь там, коммунизм или еще что-нибудь. Это должны делать люди, да, это народ должен делать. Партии у нас, ну, в таком, за рубежом, да, не находясь на своей территории, партии, взгляды у нас имеются. Под этими разными вот этими партиями, взглядами мимикрируют, там пытаются проникнуть коллаборанты. Мы иногда вот сейчас появляются некоторые люди, которые, ну, открыто, да, начинают там делать реверансы в сторону Кадырова, Путина там, и так далее. Кадырова Ахмада, который умер, что вот он такой весь герой, там много чего сделал и так далее. Но на самом деле этих тоже надо выявлять, и они не являются никакими партиями, оппозициями. Тот, кто ратует за улучшение содержания заключенного, да, а не освобождение, как в нашем случае, то этот человек является нам противником. Мы объявляли свою независимость, свою государственность, народ наш столько лет воевал, сражался, проводил это похлеще любого референдума, хотя и референдумы, и выборы, все у нас, все демократические процедуры имеются. Мы воевали не потому, что нам кто-то не разрешал молиться, да, под конец развала Советского Союза, там, в принципе, молиться можно было, не потому, что у нас была плохая медицина или плохое образование, не потому, что у нас спортивных клубов не хватало. Мы воевали для того, чтобы обеспечить свой народ гарантиями в будущем от геноцида, который был в 1944 году. Мы для этого должны были войти в международные ассоциации, международные пространства, стать субъектом международного права, полноценным субъектом международного права. Об этом Джохар Дудаев говорил, и на митинге говорил, и так обсуждалось. И для сохранения своей культурной, этнической самобытности, для сохранения своего языка, который, кстати говоря, сейчас является на грани, да, исчезновения, да, в очень плохом состоянии. ЮНЕСКО, по-моему, заявляло, что наш язык входит в список языков, которые могут исчезнуть.
Ну, вот такого плана, сохранить свою культуру, мы вот для этого сражались, сражаемся, и до полного освобождения нашей страны мы продолжим нашу борьбу всеми доступными, незапрещенными международным правом методами. И мы не должны это делать что-то, что наносит нам вред. На сегодняшний день ненасильственные методы сопротивления, они являются самыми эффективными. На сегодняшний день вот слово, информационное освещение является очень важной составляющей. Призываю всех поддержать и то же самое начать. Я буду помогать. Я никого не призываю делать того, что я не делаю. Никогда этого не делаю, никогда не буду делать. Но если я что-то делаю, вы должны понимать, что это небезопасно. Ни для вас, ни для ваших родственников. Поэтому, конечно, вы это все прекрасно сами знаете, но мы должны продолжать. И одного человека достаточно, чтобы знать, что мы не проиграли. Идея чеченского народа победила. Это уже факт. Так, ассаламу алейкум, арнигетекс, ва алейкум салам. Так. Милана Джефферсон, а где модератор Ченхо? Модератор Ченхо буквально только что отъехал. И он сейчас в дороге, поэтому он сейчас не сможет модерировать. Так. Адам Гендагену с претензиями. Как вошел, сразу претензия. 556 человек смотрит, а салам не взял ни один. Ва алейкум салам, Адам. Так, Анзорино. Россия, тюрьма народа, должна распасться на малые, компактные, независимые, национальные государства, и всем будет счастье. Абсолютно согласен, и это неизбежно. Далмула. Конечно, это не стопроцентно, да, режим Путина может быть уничтожен, а Россия может устоять. Вот для этого мы здесь и сидим. Далмула. Так. Войнах. Когда все мы поймем, что 99% русские это безжалостные звери. Но я думаю, что огромный процент, может быть не 99, но огромный процент, то, что происходило в нашей стране, тот геноцид и военные преступления, то, что сейчас происходит сейчас в Сирии, я вчера буквально смотрел стрим с одним украинским блогером, чат рулетки, и там он общался с одним парнем из Сирии, который, по-моему, находится в Идлибе. И каждый день российская авиация убивает там людей. Именно мирных граждан убивает. В огромном количестве гибнут люди. И русские, которые говорят, лишь бы не было войны, где вы не видите, что ваша страна ведет в Украине войну, что оккупировала Ичкерию, что оккупировала часть Грузии, что в Сирии сейчас убивают огромное количество женщин и детей. Где вы? Где? Выходите. Вы победите только если у вас выйдет там 100 тысяч и простоите 2-3 дня. И будете все эти 2-3 дня днем и ночью со всех там чайников призывать остальных присоединиться к вам, и у вас наберется 1, 2 миллиона. Все, вот тогда вы победите. Если вы этого не сделаете, уважаемые русские, которые понимают, что ваша страна идет в плохом направлении, опасном направлении, если вы этого не сделаете, то я вам гарантирую, что вы переживете то, что мы пережили. Все, кто сейчас выходит на митинги, все, кто сейчас поддерживает этих Навальных, Мавальных, разных вот этих Яшиных, все ваши фамилии взяты на карандаш, потому что это агентура. Вот эти Навальные, это попы Гапоны. Раньше был один поп Гапон, сейчас их несколько вывели.
и у кого лучше получается, вот того и там они поддерживают. Так вот, вы все пострадаете. Устроятся массовые репрессии будут. Это очень далеко зайдет. Русские, если вы вот завтра 3-го выходите на митинг, услышьте, вы сегодня, которые выходите, если вы не готовы идти до конца, то лучше не выходите, потому что вы только пострадаете. Если вы не пойдете до конца, то вы пострадаете позже. Вот в такой ситуации вы оказались. Вот до чего вы довели свою страну своим малодушием, ленью, пофигизмом, как говорится. Выходите 100 тысяч и стойте. Стойте до конца. Весь мир вас поддержит. Но на условиях, что вы настоящие демократы и что вы даете свободу всем, которую вы хотите для себя. Всем. Мы никогда не будем частью вашей страны. Поэтому лучше и для нас, и для вас разойтись. Так, Эд Мамедов. Приветствую, Эд. Салам Аслан. Как ты думаешь, если Навальный примет ислам, мусульмане поверят ему и пойдут за ним? Салам, Эд. Знаешь, Эд, это есть такая вот эта байка. Вот у некоторых вот религиозных ребят такая идея, если Путин примет ислам, то все, это уже наша страна, мы жить будем под халифом и так далее. Но они забывают один момент, что некоторые могут там обмануть, да, и многие обманывают так. Я защищал людей, которые воевали против России, и чаще всего, и читал даже не те дела, которые я вел, читал, что самый набожный из них, самый-самый, который в 5 утра ходит каждый раз утром в мечеть, чтобы сделать утреннюю молитву, этот человек оказывался агентом по материалам дела. И этим исламом очень сильно манипулирует. И я просто хочу, чтобы нами не манипулировали. Это не значит, что мы отказываемся от ислама. И если Навальный примет ислам, я лично ни Навальному, ни Путину не поверю. Но я знаю ребят, и там по разговорам слышал, что говорят, если там какой-нибудь там среди ментов оказался, там в центре да, по борьбе с экстремизмом, какой-нибудь там ФСБ оказался парень, который придерживается канонов ислама, по крайней мере внешне, потому что нельзя быть ФСБ и оставаться мусульманином. Потому что, может быть, в душе ты мусульманин, но, по крайней мере, ты совершаешь очень серьезное преступление по отношению к Богу. Потому что это самая вражеская организация, как для мусульман, так и для всех людей в мире. Да, против вообще человечества, человечности, да, эти организации выступают. И они говорят, вот пробился, вот наш там ФСБ парень, да, он на наши взгляды, у него наша акида, он наших взглядов. Смешно, смешно. Поэтому я бы не поверил бы это. Спасибо за донат большое. Аслан, у вас не было мысли дублировать видео на английском и немецком языках? Был вопрос, я его сейчас потерял, я вот не сказал, от кого он был. Было, конечно, было. У меня есть ребята, которые мне переводят некоторые ролики. Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы, чтобы вот последний мой ролик, митинг, который мы проводили в Гамбурге против депортации, тоже перевели на немецкий, на английский. Субтитры можно самому сделать. Я их просто одобрю. Мне нужно написать на электронный адрес и сообщить, что вот вы сделали субтитры, и я их одобрю, и они будут к этому видео. А так, да, я бы хотел, мне нужны помощники, я сейчас очень много загружен, сейчас занимаюсь еще одним проектом, еще дела появляются, которые занимают очень много времени, сил, на самом деле. А после отдыха и работать-то не хочется, как говорится, ничем заниматься, кроме как отдыхать. И, конечно, я был бы не против, если бы появился кто-нибудь, там, 1, 2, 5 человек, молодых ребят, которые бы делали нарезки, выкладывали видео, которые я делаю, и в этом мне помогали. Ну и, конечно, что переводили тоже. Пока
я ограничен и в возможностях, чтобы это все поставить на такой поток. Ну, конечно же, было бы очень хорошо. Тот, кто готов помочь, откликайтесь, мы этим будем заниматься до полного уничтожения фашистской России. По крайней мере, пока она не покинет нашу страну. Так, перемотаем. Ичкерия Лайф. Русский митинг не поможет. Только более радикальные движения. А на это русские не идут. Да, побаиваются. Анзор Рено. Лицемер может притвориться мусульманином. Совершенно верно. Война в КЗ. Аслан, ты больше не сидишь в чат рулетки? Нет, я уже давно там не был, потому что реально не хватает времени. Но я обязательно это возобновлю. Просто мне это интересно, зрителям моим это интересно. И мне кажется, общение, я вообще диалогер. Мне нужно общение. Я не могу сидеть перед камерой и там часами разговаривать. Мне нужна вот, обратная реакция, общение, это мое. Поэтому, конечно, обязательно это возобновлю, но вот постараюсь в ближайшее время. Сейчас просто готовимся к маршу, да, кстати, по маршу должны тоже, должны провести марш, пеший марш. Об этом я много говорил, еще раз говорю, пеший марш пройдет от Страсбурга до Женевы. Мы требуем начать расследование по нашему заявлению, которое находится в Международном уголовном суде в Гааге. Мы требуем привлечь военное и политическое руководство России к ответственности. И мы требуем соблюдать закон. Марш называется «За верховенство права и справедливости». Мы добиваемся этого. Поэтому присоединяйтесь все. Все присоединяйтесь. Горец, война. Аслан Саваш, ты бы пропускал эти вопросы касаемо религии вашей. Хорошо, буду пропускать. Да. То, что не знаешь, лучше не говорить. Да. Ну, можно сделать умный вид, отпустить бороду. Да. Ну, я на самом деле боюсь даже эти вещи обсуждать. Просто Бога боюсь, чтобы не сказать какую-нибудь глупость. Так, поехали дальше. Игорь Микеладзе. Частично на выборах часть нациков примкнула к Парнасу, Касьяну и так далее. Это была попытка также вести тупых русских фашистов и ксенофобов в легальное русло, чтобы они на дворников не нападали. АЛД. Что с картой боев? Алды. С картой боев карта сделана, сайт есть, у меня в описании под видео есть ссылка на этот сайт, там же есть эта карта. Карта только сейчас в тестовом состоянии находится, так как мой сайт, да, я в этих всех технических моментах не очень разбираюсь, но мой сайт был на одной платформе, а карта была сделана на другой. Это делали два разных человека, и я, не зная всех этих тонкостей, не уведомил ни эту сторону, ни эту сторону. И сейчас идет вот соединение вот этого сайта и этой карты. Когда эта карта полностью будет завершена, ну, имеется в виду вот сейчас тестирование, проверки, там, это очень долгая, муторная работа, и требуется высококвалифицированный человек, чтобы это совместить, или надо все заново сделать. Но и это тоже не проблема, мы и заново сделаем. Но потом нужны люди, которые будут заполнять эту карту, модераторы. Модераторы, вот один-два появились, но больше пока нет. Нужен человек, который будет собирать. Еще очень важное замечание. Мне нужен человек, очень нужен, для того, что, вот смотрите, мы обращаемся в разные тут инстанции, правозащитные, правоохранительные, другие инстанции, и нам говорят, ну, у вас говорят, все отлично,
ну, сейчас я с картой закончу, вот с картой я закончил, грубо говоря, я на твой вопрос, мне кажется, я ответил. По поводу вот разной вот ситуации. Россия постоянно говорит, что медицина в Чечне очень хорошая, там социальные выплаты, все отлично, образование отличное там, и так далее. Здесь бывает больной человек, ему отказывают находиться тут, потому что говорят, вот смотрите, есть такие оборудования, которые там за миллион там, или что-то закуплены, они находятся там, с фотографиями, все имеется, с больницы. И здесь люди работают, вот эти коллаборанты, агенты ФСБ, они работают и доносят до немецких соответствующих структур информацию, что у нас все отлично. Мы же со своей стороны не проводим работу, что это все ерунда, потому что если есть даже оборудование за 1 000 000 евро, которое закуплено, да, здесь в Европе, нужен специалист, который умеет работать на этом оборудовании. Таких специалистов у нас нет. И мы все знаем, что у нас даже в Осетию, да, которые никогда не ездили, раньше ездили там в Ростов, кто мог до Москвы, даже в Осетию сейчас едут, лишь бы не лечиться у нас, у этих врачей, горе врачей, которые у нас там находятся. И мне что мне нужно? Мне нужен человек, который каждый день занимается мониторингом информации и все события, которые происходят, каждый день мне нужен пресс-релиз по поводу. Я не успеваю все это собирать. Этот человек должен быть в Фейсбуке, этот человек должен быть в чеченском сегменте WhatsApp, когда у нас там видео, там фото или какая-нибудь информация перекидывается. Мониторить новости на разных ресурсах. И если такой человек, молодой человек, да, который уделяет время, или не молодой человек, или девушка, или не молодая девушка, которая собирала бы вот эту информацию я выкладывал бы у себя на сайте, который есть под этим видео, от своего имени, анонимность 100% гарантируется от этого человека, и вывешивал бы себя на сайте и распространял бы ее среди правозащитных организаций, пресс-релиз каждую неделю. Если у вас такой доброволец есть, который хочет послужить своему народу, гуманным целям, не обязательно, но он желательно, чтобы говорил на чеченском, конечно же. Это должен быть, скорее всего, чеченец и человек, который говорит на чеченском. Если такой человек объявится, я буду безмерно благодарен, и, может быть, даже какую-то там финансовую помощь я смогу оказывать, да, в дальнейшем. Если готовы, ребята, помогайте, нужны человек, который будет. Ну и, конечно же, для карты боев нужны люди, которые будут заполнять. Это большой объем работы, который мы должны будем сделать с вами. Как найти? Аслан, что насчет того, чтобы во время марша и подвоза еды, чтобы не сыпнули отраву яд? Но меры какие-то, наверное, будут приниматься, я просто не в курсе всего этого. Я занимаюсь информационным освещением, да, и сбором финансовых средств, да. Кстати говоря, я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто оказал финансовую помощь, кто оказывает, прошу оказывать эту финансовую помощь. У меня аккумулировалась уже определенная сумма, о которой Саид Амин Ибрагимов знает, это которые мне на счет пришли. Также приходят какие-то средства и Саид Амину на счет. Большое спасибо всем, кто прислал, не чеченцам, особенно большая благодарность, которые прислали вот эти средства. И я буду заниматься вот до конца марша сбором этих средств. Кто присылает эти средства, под этим видео в описании указаны реквизиты и Саид Амин, и мой PayPal, и мой биткоин кошелек. Кто захочет, может помочь в этом деле. После окончания, кто присылает мне, те должны указать, что это на марш. Далее, после марша мне присылать, потому что мне это не надо. Саид Амину, если вы будете присылать, или если вы пришлете для Саид Амина, также указывайте Саид Амину. Все это я передам Саид Амину. Вот я буду заниматься сбором средств и освещением. Саид Амин поручил мне заниматься прессой, контактами с
журналистами, с прессой и так далее. Поэтому как будет проходить безопасность, я этого не знаю, безопасность занимаются у нас другие люди, но я думаю, будет все отлично. Война, Казахстан. Казе. Аслан, могу перевод на казахском сделать. Делай, делай, будет отлично. Ну, хотя все по-русски говорят, есть ли смысл? В Казахстане почти все говорят. Анзорино, но лицемером нельзя называть муслима до тех пор, пока из его уст и рук не проявится какое-нибудь действие. Да, полностью с тобой согласен. Вытягивать за уши, придумывать там, это больше не имея основания, хотя я говорил, что я с человеком не общаюсь, и придумывать это было, ну это было похоже на того, кто это делает. Ох, Аслан, необходимо объединяться, а в одиночку империю зла не развалить, только всем миром. Мы с украинскими блогерами объединились. Как только мы сейчас сделаем, я сейчас делаю ролик, доделаю, да, по поводу вот марша, который будет. Украинские блогеры, нас около 20 человек, я тоже являюсь в сообществе украинских блогеров. Мы будем распространять эту информацию о нашем марше. Украинские блогеры меня поддержали в этом. И в начале, во время, в конце все это будет освещаться. И постараемся максимально привлечь. И всех я прошу максимально привлечь. Потому что общественное внимание привлечь. Потому что это то, чего мы должны добиться. Если мы этого не добьемся сегодня, то через 20 лет это будут делать то, кто придет после нас. И все равно им придется это делать. А пока Вова Шариков жив, надо его привлекать как можно быстрее к ответственности. Так, поехали дальше. Мы победим. Я не знаю мусульман, которые считают своим того, кто работает в ФСБ. Даже не представляю, что так могут считать мусульмане. Ну вот, знаешь, тебе повезло. А я знаю мусульман, которые говорят, да пускай будет это Кадыров, только бы не Закаев. Как будто Закаев будет президентом. Он сейчас говорят правительство. Я готов терпеть. Это мусульманин, говорит, который как бы и пострадал от этой российской власти. Он говорит, пускай будет Кадыров, но не мусульман, но не Закаев. Такие тоже есть. Мы победим. А почему мусульмане должны считать Навального своим, если он примет ислам? Не настолько тупые мусульмане, как хочется. Да, не совсем, конечно, тупые, но есть, которые считают, даже не приняв его мусульманство, считают его очень хорошим человеком. Кстати, кстати, на карту, на эти ярлыки можно подвесить и фото, и видео, и не просто текст. Если ты про карту боев, да, совершенно верно, так и запланировалось у нас. Так мы и планируем, что туда можно будет место боев, там скрещенные, например, две сабли. Нажимаешь на это, и появляется боестолкновение с обеих сторон, кто принимал участие, ну, информацию, какую можно вносить, да, если командиры еще живы, с нашей стороны, чтобы их фамилии не называются. Ну, только общедоступная информация, которая собирается в интернете. Сколько погибших, фото, видео, если имеется, добавляется. Также, если, например, был обстрел и погибли мирные граждане, там изображается там красным полумесяц, допустим, да, или там еще как-то. Ну и так далее. Так, Чечня не Россия. Аслан, Дадельч, Адидош, Мухнохчи.
Ну, есть такие среди нас, да. Бекхан Ягалбаев. Аслан, не считаете ли вы, что в случае независимости нашей республики, что демократическая система поспособствует приходу к власти религиозных политических сил тоталитарного характера? Ну, конечно, исключать это нельзя, но я надеюсь, благоразумие, и я за то, чтобы была диктатура закона, чтобы закон был превыше всего. Это очень важно, это самое важное. И в таких случаях тоталитарного характера режимы и лица с такой идеологией, они должны быть как-то государством урегулированы с ними моменты. Игорь Микеладзе, очень приятно было на протестах в Тбилиси, ребят с флагами Ичкерии. Спасибо за поддержку грузинским чеченцам. Спасибо грузинам. Как найти? Не чеченцы. Кто прислал деньги на марш, большое спасибо вам. Да, и надо признаться, как найти, что не чеченцы, ну, по крайней мере, по никам, которые я вижу, данные, которые мне приходят, прислали больше, чем чеченцы. Но мы исходим из того, что чеченцы находятся в тяжелейшем положении. Но нас много, мы могли бы больше в этом плане, по чуть-чуть, но больше. Мы победим. А, это Скрипали. Реклама алкогольного напитка после 20 долларов. Да. С пивасиком сидят. Ну, один только сидит, Скрипаль. Дочка, по-моему, сок пьет. Да. Заметил ты. Малик Махмудов, Астан, тебе нужно создать свое государство. У меня есть свое государство. Спасибо, больше не надо. Спасибо большое. Милана Джефферсон, Астан, а я хотела пойти в ФБР. Что тебя остановило, Милана? Андрей Соболев, Аслан, Украина с вами. Спасибо, Андрей. Спасибо, Украина. Мы с вами тоже Украина. Всей душой, от души, искренне с вами. Хамзат Джи. Аслан, ты Вовку Питерского и Рамзанского сельского. Рамзанку сельского, знаешь. Да, ну видел по телевизору. Да. Только я этого Вовку Питерского называю полиграф Полиграфович Путин. А сельского, ну, как его только не называют сельского. Навальный мразь, это мое мнение. Да, я полностью с тобой согласен. Карл Горваль, долой чеченского попа Гапона бородатого. Поп, он всегда с бородой. Сам понимаешь, Карл. Так, Руслан Анохин, что митинг в Гамбурге дал? Ну, во-первых, что дал митинг? Митинг дал то, что мы собрались, и я увидел настоящих, светлых, открытых, честных, переживающих за свой народ молодых ребят. Это было первое. У нас была такая коммуникация. Мы друг друга увидели, практически всех я знал, но некоторых не знал и видел в первый раз. Увидел, и было очень приятно всех видеть. Второе, что он дал. Я скажу, что адвокаты в Гамбурге об этом узнали, да, об этом мероприятии. И это есть основание ссылаться в суде в том числе. Во-вторых, я писал письма в разные организации, и в том числе и в прессу, что вот у нас было такое мероприятие. В-третьих, я не знаю, с чем это связано,
но чуть-чуть смягчилась ситуация, вот массово тут выдворяли, может сейчас опять это начнется, да, сейчас просто они готовятся, опять собирают материалы, чтобы начать выдворять. Но одного митинга недостаточно, мы его должны проводить каждую неделю надо стоять на этом. Ну вот пока нет, я еще раз после марша обязательно еще раз созову и с удовольствием пойду на этот митинг. И даже если никто не придет, я постою. Нас тогда собралось около 40 человек вместе с детьми, женщинами, детьми. Нас около 40 человек было. Поэтому, я думаю, польза есть, польза есть. Так, Аслан Керимов, слава Украине, говорит. Милана Джефферсон, а куда присылать деньги? Под видео, под моим видео, есть вот под этим видео, есть реквизиты. Сейдамина карта и мой PayPal и биткоин кошелек. На любой из них вы можете прислать. Серж Сафронов, здравствуйте, Париж на связи. Приветствую, Сергей. Ваша 95. Аслан, скажи пару слов про Джахара Мусаевича. Ну, про Джахара Мусаевича двумя словами не отделаешься. Джахар Мусаевич это первый президент нашей свободной страны, который отдал свою жизнь, который был предан своему народу, принципам свободы, принципам независимости и до конца прошел свой путь. Это человек, академик от свободы. Да? У нас это лауреат Нобелевских всех премий в мире от свободы. Наравне с ним, как и другие наши герои, которые стали примером для всего мира, для всех угнетенных народов, которые борются за свою свободу. Как надо верить? Если бы был сегодня один Джахар Дудаев, например, в США или же в Украине, я думаю, разговор был бы по-другому. Особенно, если он был бы в США, конечно. Сам на себя похожий нахавец. Аслан, я тебя спрашивал, когда будет митинг. Кроме того, что надо уходить, ты ничего не сказал. А сами вышли, оказывается. Плохо организуешь, брат. Ты имеешь в виду, вот, который сейчас в Гамбурге был. Этот митинг мы проводили 1 июля. Эту запись, у меня не было этой записи, мне делал человек. Затянулось по разным обстоятельствам, надо было скрыть все лица и там и так далее. И я всех предупреждал, распространял информацию как мог. В следующий раз опять буду распространять. Так, Аол Паршиде. Аслан, у тебя контакты есть с Алибеком Алихаджиевым? Был такой интересный, ты куда-то пропал. Я не знаю такого персонажа. Лунный свет. Мисс Одесса. Уважение к вам за патриотическое отношение. Вот, мисс Одесса. К вам проявили уважение. Ассаламу алейкум. Хоми телефон чухау сырхой. Так, ассасин. Ва алейкум салам. Албаков Тимур. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Войнах КЗ. Аслан, как ты относишься к зикру? Вот опять религиозный вопрос. Я считаю, что религиозные вопросы должны разбирать религиозные люди. Я отношусь терпимо ко всему, ко всем религиозным взглядам. Я отношусь терпимо и с пониманием. Если у них разные взгляды, и они одной религии, и даже они, пускай разных религий, христиане, мусульмане, садитесь и разговаривайте. В чем проблема? Доказывайте. В споре рождается истина. Пускай разбираются. Аслан, верни мой ключ. Нет, извини, ассасин, я не верну. Ахмед Гаджимурадов. Горит тайга, горит Сибирь. Природа уже не выдерживает. Вопрос кого? Путина, Шарикова
или среды, из которой всегда уходят эти шарики. Да, конечно, и все это накладывается одно к одному. Санкции, экономический кризис, война неудачная в Украине, тяжелые, огромные затраты в Сирии, да, и враг, который никогда им сирийцы этого не забудут. Впрочем, как и украинцы, впрочем, как и грузины, впрочем, как и чеченцы, и все остальные, которых коснется это дело. И одновременно являются пожары, эти пожары сейчас это там 3 миллиона гектаров, там 3,5 миллиона гектаров. Это может дойти до 10 миллионов, и все может к чертовой матери сгореть, и все затопиться. И, конечно же, это не укрепляет Россию, да, и делает еще больше недовольных людей, которые остаются без жилья, затопленными, там, и гибнут родственники, остаются без работы, без средств к существованию. Конечно, все это накладывается. И вот когда несколько факторов сойдутся в одной точке, когда народ перестанет терпеть и страх заменит ярость, гнев, да, когда русские перестанут бояться своей власти, которой им не стоит бояться на самом-то деле. Когда экономически уже многие люди поймут, что очень тяжело, когда появится наплевательство самой власти, когда им будет казаться, что они уже на седьмом небе живут, и они уже боги, которых нельзя там не убить, не скинуть с этого Олимпа. Когда внутри вот этой системы КГБшной, это путинской, начнется грызня, когда друг друга начнут подставлять, сажать, когда кормовая база уменьшится, а бабки нужны, бабосы, они все делают ради бабосов, ни о каком величии России никто и не говорит. Вот когда все это сойдется в одной точке, вот тогда произойдет взрыв. И когда произойдет освобождение России. И мы этого ждем с большим наслаждением, наблюдаем происходящие процессы, вспоминаем, запоминаем, потому что это надо будет потом рассказывать нашим потомкам, как все это происходило. Последняя империя зла, фашистская страна, через 80-90 лет после уничтожения, там 70-80 лет уничтожения фашистской заразы в Европе, фашистская зараза на Востоке осталась, и вот сейчас приходит ее конец. И будем рассчитывать, что это произойдет намного раньше, и мы будем свидетелями, а счастливчики будут участниками развала этой фашистской империи. Далмула. Так, Жора Майер, ассаламу алейкум, ассалам. Удачи тебе, брат, желаю. Ва алейкум салам, Жора. Спасибо, взаимно. Так, как найти? Те, кто за независимость нашей земли, нужно быть не только на словах, и на деле. Аж да, это намаш. Имейте совесть хотя бы перед собой. Кто посол, тем спелся, говорит, как найти. Слишком ты уже очень рьяно. Хамзаджи, я кремлефоб. Ты боишься Кремль? Не бойся. Так. Зависло, да? Зависло. Ну, опять 25. Так, вернулась. Да, это бойло, война. Амин. Ичкерия лайф. Не жалейте лайки, они бесплатные, если что. Да, кстати говоря, где лайки? Все, кто не в Чечне, поставьте лайк. Аслан Керимов, Джоухар даже не дал открыть дверь своей машины, своей охраны из уважения своего народа, считая, что это рабское. Да, но Джоухар это был гигантище было. Махачкала 2018 задонатил или задонатила.
Закаев один из тех, кто разрушил мой дом вместе с Россией. Он базировался рядом с моим домом в Черноречье. Ну как же, он бомбу подкладывал, да? Это же неправда. Он защищал свою страну, твою страну защищал. И мой дом тоже был разрушен, но он был разрушен не Закаевым, не Басаевым, не Дудаевым. Он был разрушен врагом, который на протяжении 400 лет разрушает наши дома, убивает нас. Поэтому зря ты такой вопрос вот так сравниваешь. Кар Горвальд. Даже природа стоит от зла русизма. Да, природа, Всевышний Господь все видит, и Он подготавливает эту точку, где все это сойдется. Его секреты, его тайны нам не дано постичь. Но все это ведет к тому, что все это сойдет в едином, да, мула. И мы увидим очень хорошие новости. По крайней мере, я на это рассчитываю, я в это верю, и я буду добиваться того, чтобы эта новость произошла быстрее. Да, мула. Малик Махмудов, Aslan hayurt qos yilmigi honlayks. Yurt tavalam, kotir tavalam, Самек. Мартин Швейк. Если Кадыров выйдет из-под контроля Кремля и объявит независимость Чечни, он станет героем. Но видите, вы пребываете в плену пропаганды. Кадыров не может объявить независимость Чечни, потому что мы уже ее объявили. У нас государство есть, оно временно оккупировано фашистской Россией. Что там Кадыров, если вы считаете Кадыров какой-то независимой фигурой, опять же вы пребываете в плену пропаганды. Никакой независимости у Кадырова нет. Шаг вправо, шаг влево Кадырова не будет, во-первых. А во-вторых, что бы он там ни объявлял, у нас есть свое правительство, у нас есть отличные мозги, хорошая память, мы все помним прекрасно. Поэтому ничего Кадыров объявить не может, кроме того, что ему разрешит Кремль. И все. Героем он станет только русским, российским героем, каким он и является. Нашим героем он никогда не будет. Такие герои есть только у России. Ассалам алейкум. В сортире, чтобы сдох Путин. Он говорит ассалам алейкум с ником ассалам алейкум. Да, я думаю, что в Гааге будет очень комфортно ему. Хамзаджи, кремлефоб это тот, кто не любит Кремль. Понятно. Ну, фобия это страх, я это имел в виду, поэтому. Вот так я тебя понял. Так, Роман Романов, свобода и здоровья тебе, Аслан. Можно узнать твое мнение об Исрапилове? А, о ком можно мне имя написать? Я просто сейчас не знаю, о ком конкретно говорить. О Хункар-Паше Исрапилове, Махан Андийский. Я тоже хотел узнать о Хункар-Паше Исрапилове. Хункар-Паша Исрапилов это тот наш командир, который был в Первомайске, да, с Радуевым. Ну, Хункар-Паша Исрапилов, я не могу конкретно много чего сказать, что я знаю его хорошо. Я знаю, что он участвовал в этих боях, что он возглавил тогда операцию по выходу и так далее. Герой наш, который до конца прошел свой путь, был предан идее свободы независимости своего народа. Сам на себя похожий нахрец. Аслан, хакотарюшта ру, валая котарюшта нах, мабойсу, и все только с положительной стороны. Оновый духшу вежери дал эту большу. Дел рейс холь у котарюшта русо, дел рейс холь.
Разница яцрой мича дала он и массанабу, он и боцеш мухамбадик диза, котыр табу массанабу. Как найти Аслан, закругляй, мне пора бежать, Лайрансен. А ты не можешь бежать так? Ханда, ялла, Аслан, говорит, Чечня, Россия. Короче, уже всем надоело. Хорошо, раз вы так говорите, вы мне напоминаете о времени. Если было вам интересно, вы бы сейчас мне не напоминали о времени. Но так как реально прошло уже 1,5 часа, можно завершить этот наш. Подумайте, сколько миллионов зверей, рыб, птиц, миллиарды насекомых погибло от пожаров в Сибири от рук этих ублюдков. 100% перед смертью отзмолились Богу, говорит Карл Горвальд. Да, согласен. Так, Махачкала 2018. Задонатила, я вот прочитаю твой вопрос, раз ты привлекаешь себе внимание донатом. Отвечу на твой вопрос. Так, сын Закаева, помню, учился в 41-й школе, напротив Динамо. Помню его мелкого пацана, на машине водитель возил. Тот в школе себя вызывающе вел себя, это в 97-98 году. Народные деньги были. Ну, я не знаю, были народные или деньги нет, и твое мнение, это твое мнение, а вызывающие у нас все парни ведут. А тем более, если у тебя папа такой известный полевой командир, большой чиновник, по-моему, был премьер-министром, министром иностранных дел, ну, может быть, мальчик вел себя вызывающе. Но у нас было много парней, которые не имели таких высоких известных пап и тоже вели себя вызывающе. Умахан Андийский, ты объективный человек, грамотный. Спасибо, Умахан. Так. Так, все, на этом я закончу свой эфир. Спасибо вам большое, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. ДРС слышу Масана. Следующий стрим у нас состоится в понедельник вечером и во вторник, если я не ошибаюсь, во вторник у нас состоится, да, совершенно верно, во вторник у нас будет митинг в Страсбурге. Всех зову до понедельника. Всем спокойной ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.